Илыч вверху и Печора внизу. Вот она петлю такую делает, потом поворачивает вверх на север. Все это была территория заповедника. Она была в первую очередь для сохранения соболя, а также другой фауны, которая находилась, да и флоры тоже. Тут сильнейшие воры-беломошники были на равнинном участке, вот, который потом ушел из территории заповедника. Были очень хорошие воры. Но в 1951 году вот начался разгром заповедных территорий. И Печоро-Иловскому заповеднику досталось практически больше всех, или один из самых пострадавших заповедников на территории Советского Союза, которому досталось. Я все пытался узнать, а что ж случилось? А оказывается, Никита Сергеевич Хрущев, когда смотрел фильм какой-то там или журнал, вот он видел такого бородатого мужчину, который в бинокль смотрит, наблюдает за белочкой. За белочкой здоровый мужик наблюдает. Его это возмутило. Как? Да на нем пахать надо. И после этого заповедники начали громить. Вот осталось от заповедника, видите, такой маленький участок, 51-59 годы, всего 93 тысячи гектаров. Это по сравнению с тем, что было, очень мало. Но с 1959 года границы удалось восстановить. Остался маленький участочек возле поселка Якша, это центральная усадьба, равнинный участок, и предгорный и горный участок, то, что существует и поныне, 721,3 тысячи гектаров. Вообще-то это очень большая площадь по российским меркам. Это на территории Европы. Это один из самых, да, можно сказать, самый крупный заповедник на территории Европы. Вот. И существует дальше. Но в 1985 году заповеднику присвоили статус биосферного заповедника, а в 1995 включили в объект всемирного культурного и природного наследия. Это девственные леса Коми. Есть такая программа. Туда входит как Печоро-Иловский заповедник с оставшимися барами уникальными, так и национальный парк ЮГ-2. Вот. Дальше. Ландшафтное разнообразие заповедника. Мало таких заповедников, где были бы представлены сразу 3 природных полосы, не зоны, скажем так, а полосы. Это равнинный участок, предгорный и горный участок. На территории одного заповедника 3 таких структуры. Тут разные ландшафты, каждый по-своему очень интересен, разная фауна, разная флора. И этим как раз и прелесть, это преимущество заповедника перед другими территориями, где, пускай они и большие, но более однообразные, скажем так. Вот, пожалуйста, сосняк беломошник. Когда мы сюда приехали, нам было очень приятно, все удивлялись. До этого, по крайней мере, мы не видели, чтобы вот такой мох был сосняка, мягкий и непривычно было. Но потом начали потихоньку привыкать. А это еще и кормовая база для краснокнижного вида северного оленя. Болото Гусиное, это на центральном, на маленьком вот этом участке, который возле центральной усадьбы. Оно привлекательное тем, что, во-первых, его можно показать людям, туристам. Второе, что привлекательное, здесь такую тетерева, как нам рассказали, это тоже захватывающее зрелище. Планируется вышку построить, чтобы хотя бы на этот период вот люди могли наслаждаться и фотографировать вот эти таковища тетерева. Дальше. Вот это предгорная часть. Здесь свое своеобразие. Вот уже видите, здесь стоит залезть на гору, так как открывается вот шикарный такой вид, шикарный ландшафт. Фотографы не могут пройти мимо. Все фотографируют и приезжают еще раз, еще снимают. Дальше. И север горного района, здесь уже растительности, лесной растительности практически не остается, она вся осталась внизу. Здесь горные тундры, здесь своя прелесть, и тоже это вносит разнообразие ландшафтов со всеми вытекающими положительными последствиями.
То есть чем больше, чем сильнее разнообразнее ландшафт, тем будет богаче фауна данной территории. Но это структура штата заповедника, которая, как правило, в таком виде существует в большинстве заповедников. В заповеднике находится несколько отделов, состоит он: отдел охраны, научный отдел и общий отдел или отдел обеспечения основной деятельности. На первое место все больше выходит отдел экологического просвещения. Раньше он входил в состав, мы захватили уже около 30 лет в этой структуре, раньше входил в состав научного отдела, но потом его во всех заповедниках стали выводить в отдельный отдел экологического просвещения, потому что это все более важно в настоящий момент становится. Ну, в отделе охраны оперативная группа есть, и в последнее время все больше внимания от кордонной системы. Департамент, в общем, стимулирует переход от кордонной системы, где по одному леснику, или теперь они инспекторы называются, вот, переходить на патрулирование с помощью оперативных групп. Потому что один человек, в данном случае, один в поле не воин. А вот когда оперативная группа на транспорте выезжает, эффективность работы намного выше. Но отдел экологического просвещения, в данном случае у нас музей природы, к какому всегда к отделу во всех заповедниках относится отдел природы. И на Печоры-Ивельском заповеднике это особенность такая, лосеферма. Лосеферма, которая в 1949 году была создана, вот, и до сих пор она существует, несмотря на все перипетии. Вот, и это вообще-то всего на территории России две таких. Еще есть Семароковская лосеферма, но она уже после была создана. И учили, как мне сказали, специалистов на нашей, на Печоры-Ивельской ферме. Следующий. Штат заповедника средний по сравнению с другими штатами в заповедной системе. 70 человек. Вот видите, сколько в каких отделах находится людей. Отдел экологического просвещения 10 человек. Значит, ну, как вы уже видели, большая часть из них это работники лосефермы. А остальные, там 2-3 человека остаются, на них возлагается вся нагрузка вот как раз вот этого экологического просвещения. Организация приема посетителей, организация экологических лагерей, организация туризма, это все ложится в основном на плечи отдела просвещения. Следующий. Какие научные успехи? Ну, что касается научного отдела заповедника. Вышел 16-й выпуск «Пруды Печоры-Ивельского заповедника». То есть основная вообще-то научная работа, научные задачи заповедной системы – это ведение летописи природы. В этой летописи отражено изменение в фауне и флоре за каждый год, что происходит. По единой методике эта летопись проводится, несмотря на то, что люди меняются, одни сотрудники уходят, другие остаются, методика должна оставаться неизменной. И этим она и ценна. И аналогов, как говорят в мире, нашей заповедной системы такого нет. Есть национальные парки, а вот чтобы десятилетиями проводились исследования, такого нету. Это только у нас. Это позволяет потом вывести закономерности, уже научно обоснованные, о том, что происходит с флорой, с фауной, с климатом, в конце концов. И самые неожиданные могут быть выводы, и они есть уже в публикациях. Так вот, продукция вся наших исследований – это публикации научные. Что и отражено вот здесь. И в Красной книге заповедник участвовал в подготовке Красной книги, и в журналах по, скажем так, ну, освещению проблем и преимуществ заповедных территорий. В частности, в журналах глянцевых есть наши сотрудники, фотографируются, у нас, вернее, фотографируют и выставляют свои фотографии. Очень интересно часто получается. Нам помогает ПРООН,
Вот, при поддержке, как вы видите, здесь и биологическое разнообразие книга была издана при поддержке ПРООН, и буклет ПРООН. Это поддержка Организации Объединенных Наций. В Центральной Черноземье такого проекта нету, а вот Северо-Западный округ имеет такую поддержку, этим надо дорожить. Мы этой поддержкой пользуемся и по разным направлениям. Нас поддерживают и научные исследования, нас поддерживают и по другим направлениям, и в хозяйственной деятельности, с транспортом. Но единственное, что нужна отдача. Отдачи от заповедника пока маловато, но над этим работаем. Один из наших сотрудников занял первую премию имени Феликса Робертовича Штильмарка за научные достижения, то есть качество и количество его публикаций в центральных печати оказалось выше всех конкурсантов, которые по России подали свои заявки. Так что заповедник может и этим. Это был Бобрецов, и есть он, Анатолий Васильевич. Ну, дальше. Вот что значит многолетний мониторинг. Я уже о нем упомянул. Здесь, скажем так, по направлениям показано, сколько лет наблюдалось то или иное явление. Вы здесь видите. От 70, даже от 50 лет до 79 вот фенологические явления наблюдались на данной территории